Интернет жылдызы долбоорубуздун кезектеги коногу TikTok тармагында бир топ талкуу хайп жараткан, хайп жаратып элди аябай талкуу жараткан блогер, караколдун сулусу Надя Гага. Ай-яй-яй. Саламатсызбы? Саламатчылык. Балдар. Көрүүчүлөр. Саламатсызбы? Надя. Бишкекке. Бишкекке кош келиптирсиз. Шикарно. Шикарный визит, во-первых, у меня в Бишкек. Потому что, знаете, какая цель? Я приехала покорять вообще Бишкек. Да я уже покорила весь Бишкек. Да я вообще покорила весь Кыргызстан. Весь мир покорила. Да, там знаете, что только весь мир обо мне говорит. Но я сегодня сюда приехала, чтобы сниматься на съемках проекта «Ырдайлы Кыргыз Ырларын». Я уже снимаюсь 3 года там. Ну, с самого детства снималась. Я такая мелкая была, а по кылым-билым пела. Ну, ладно. Сегодня я приехала петь дикие танцы. Джалында билет. Хайпанула по полной. Ну, во-первых, во время съемок я чуть не упала. Чуть себе голову не разбила. А так все шикарно. Живая же, как видите. Ну, там, короче говоря, все от меня в шоке были. Все, думаю, Надя красавица, вот Гага рулит. И вот я здесь. Сиз TikTok'то Кыргызстандагы эң көп катталуучусу бар блогер катары таанып этелик. Бир топ күн мурун эле сиздин аккаунтуңузду жаап салды. Себеп? Гады. Вот, это гады. Знаете почему? Во-первых, я все хорошо, со мной все хорошо, я такая крутая, все нормально, снимаюсь, но одно было видео под музыку. Давайте вместе. Давайте. Да. Вот, и, короче говоря, меня обвинили, что я расист под эту мелодию, что я позорю культуру индейцев. Сказали, что как будто бы эта песня, это молитва индейцев. Сначала было на вон тех вот оригинал, на них. Ах, вы такие сякие. Ладно, они удалили это видео. Потом Анохина была. Она извинилась за это видео. Егор Крид, он тоже недавно извинился, удалил. Да? Я попалась. Я попалась. И, короче, это видео я засняла. Я чего-то грязь вот так намела. И вот так вот. Это у меня постоянно, это контент. Это я сколько раз уже в грязь чуть ли не там не падала, все хорошо было. Но прицепились и сказали, что я расист. Я выкладывала под этот звук видео. За минуту где-то, за 10 минут уже набирала 1 миллион просмотров, по 80-100 тысяч комментариев. Мне в этих комментариях угрожали смертью. И сейчас угрожают смертью. Говорили, ешь стекло, расистка, да мы тебя убьем. Ну я живая, я их сама прибью своей красотой. И меня заблокировали. Первый раз. Я подала жалобу, что типа, извините меня, пожалуйста, я ни в чем не виновата. Сказала, ладно, я удалю эти видео. Хотя, эти видео по 20, по 30 миллионов просмотров набирали, 100 тысяч, 200 тысяч комментариев. Разблокировали. Я все удалила, как обещала. И вот такое вот видеообращение. Все, давайте успокоимся. Все, я те видео удалила, которые вам не нравятся. Все. Нетушки. Продолжили писать. Они полностью захотели от меня избавиться, да? И через 10 дней заблокировали. Все. Непонятно. Или на год заблокировали, или на 2 года. Ну, все, что не делается, к лучшему. Да? Сейчас вернуть можно? Сейчас аккаунт вернуть нельзя, это сам TikTok должен. Может быть, они заблокировали для того, чтобы все мои хейтеры успокоились. Но я благодарна хейтерам, зато я стала вообще всемирно популярная, пускай это. Но зато благодаря хейтерам у меня появился TikTok в Китае. Сейчас в Китае ведет мой менеджер этот TikTok. Китаец. Как его зовут? Шон Симпу? А это секрет. И вот за месяц в Китае у меня 2 видео набрало по 1 миллионам просмотров. Одно видео 2 миллиона 350 тысяч и второе видео 1 650 000. Вот так. И, во-первых, я заработала первые 5 сомов.
за использование музыки. Кантип бул каталог үчүн баарын чогулттуңуз? Подписчиков я собрала. Но это 1,5 года назад было, когда я ТикТок создала просто для того, чтобы помонтировать видео, выкладывать в Инстаграм, чтобы с музыкой было. Меня выложила Бузова в свой сторис. Да, под ее трек. Ну я такая, вау, круто, выложила это тоже в ТикТок. Потом увидела одного популярного Джилмера Кройса. Это он с Арубы, у него 35 миллионов подписчиков. Ай, он мне так понравился, ну девочка влюбилась, ну извините, да? Вот, и мне понравилось, я начала снимать. Через месяц у меня 1 миллион просмотров. 1 миллион просмотров, я такая довольная была. Потом начали снимать, и у меня такое видео, так, ну давай будем хайповать по полной. Перед тем, как идти в душ, я вышла на улицу, взяла молоко, взяла мороженое, одела красный купальник и начала себя обливать и есть мороженое. Зимой, да, зимой. Ну, чтобы хайпануть, да. Потом, как это, вон тот мне же Джилмер Кройс нравится, я на него подписана, еще такая, думаю, а что это я на него, подписана, пускай это он на меня подписывается. И он на меня подписался в ТикТоке, а потом, а что это он в ТикТоке на меня подписан, елки-палки. Я его заставила подписаться в Инстаграме, и сейчас там общаемся, там редко, там это. Когда он не лайкает фотографии, конечно, я злюсь. Не, ну обидно, девочка старается, а он не лайкает фотографии. Сиз жогоруда айттыңыз, ырдайлык кыргыз ырларына келдим депчи. Келиңиз, ырдайбыз. Так, какая песня будет? У меня много песен, но сегодня, которая первая, сегодняшняя песня, да, это «Дикие танцы», Джаланда Билли. Давайте. Тум-ту-тум-ту-тум-тум. Тум-тум. Это начало такое, тум-тум-тум-тум. Потом вот так, встаем вот так, встаем вот так, потом вот так, а потом вот падаем, я не буду падать, а потом голову Давайте падать, а что? Ладно, давайте падайте. Упала. Все. Потом вот так голову подняла, вот так вот встала, вот так вот встаю, трам, а потом вот это тум 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 тум. И потом Тегана, Наздана, Айланды, Псыганджанга, хей, шигирикидан, шигирикидан. Шигирикидан, хей, Джалынду, Курагында, Байлагын кумарыма, хей, шигирикидан, шигирикидан. Надо. Один раз. Шигирикидан, шигирикидан, хей, Акынбайсын, Кана келчи, Кана кошул, Чогу бейге, Келеми, менсіздік мен. И Kelimi, mensizlik min. Kelimi, mensizlik min. Kelimi, джандаралы, чогу били. Все. Мне сейчас лень уже петь. Я чуть не убилась со сцены, так что лень, все. ТикТок хаустар азыр көбөйүп кетти, ошолорго чакырса барасызбы, тартыласызбы? Нет. Эмнеге? А знаете почему? Потому что в ТикТок-хаусах каждый строит из себя лидера. А я лидер по жизни. Еще, там разборки делать, кто из себя лидер. И там чисто уделяют внимание на аккаунт общего хауса, но не на свой аккаунт. А я люблю уделять на свой аккаунт. Там уделяют на всех. А я люблю уделять внимание только не на себя. И все. И все. И я не люблю под чьим-то руководством быть. Я сама по себе. Я легенда. Башка блогерлерден эмнеңиз менен айырыласыз? Көбүнчө сиз ТикТокко өзүңүздүн контентиңизге кандай видеолорду жүктөйсүз? Во-первых, я королева хайпа. Я хайпую по полной программе. Блогеры, некоторые тиктокеры, они чисто танцуют или что-то там делают. Но я же могу пойти в грязь упасть. Могу пойти вот эту клумбу с цветами начать копать. Или там обмажусь, или куда-то упаду, или зимой пойду в озеро, могу искупаться. Сначала бабушка, дедушка, они не поняли, что это такое, что вообще намечается. Но потом они поняли, что это молодежь, что это нравится, и они уже меня поддерживали. Пошла там в белом вся костюме, в грязь упала бабушка, ну ладно, постираю. И все? И все. Ой, мама, это самая первая моя поддержка, она только меня поддерживает. У меня нету никаких друзей, вообще никаких. А вот моя лучшая подружка, так сказать, это мама. Мои собачки и моя подушка. А сценарий жазууда сизге ким жардам берет, канча убакыт кетет, ошондой эле видеону ким тартат? Ага. Так, вот, где там телефон? Сейчас вот так вот телефоном, вот так вот.
все, мы создали. Да ладно, не надо всё? мне телефон нести, не надо, вы что? Я вам просто пример показала. Апасы жанында тұрады, чукап келейін деп отыр. Это пример. Просто вот так вот. Так, думаю, сижу вот так вот. Сижу, продумываю. Так, а что бы такое сделать? Ну ладно, такое сделали. Я иногда от фонаря снимаю, и миллионы просмотров набирали. Меня снимает или моя мама, или я. Мои руки. Я же недавно мед на себя лила на голову. Это было классно. Но он невкусный Чем оказался. Вообще мед вот так лью, а потом все в глаза, а потом невозможно открыть. Он такой невкусный. А что поделать, что его выкидывать? Лучше в дело применить, вот на себя облить. Ну потом, конечно, думала, что я буду лысая, но вот не лысая. Волосы как бы остались. А сколько дней ходили-то? Что, дней? С медом? Да. Я, сели, засняли 5 минут, пофотались, пошла в душ. Все нормально, выкладываю, все. Катталуучулар тарабынан ар кандай хейтерлер жазган сизге комментарийлерине кандай жооп бересиз? Я отношусь нормально, потому что хейтеры это самые, они сильнее у них чувства ко мне, вот прям вот жуткие ко мне чувства, они меня больше любят, чем фанаты. Я нормально, когда у меня ТикТок, все нормально, я их лайкала, каждый коммент, они просто все офигели, нифига себе, мы там ей пишем, угрожаем смертью, а она там им сердечки. Да? Пишите почаще плохие комментарии. Если меня не хейтят, у меня уже такая истерика, я такая иду: мам, что я стала неинтересная, что меня перестали хейтить? Что я такая настолько страшная, что меня не хейтят? Они должны, наоборот, если я красивая, они должны меня хейтить, что я страшная. Тогда я считаю, все, я красивая. Вот. И так что, когда меня не хейтят, это у меня уже истерика начинается. Эмне менен элек болсуз? Каякта иштейсиз? Я помогаю маме сейчас. Она хореограф в Караколе, у нее народный ансамбль песни славян, песни и танцы славяночка. Я ей помогаю, я как ей помощник это. Вот, сейчас так работаем, я ей помогаю детей учить. Дети довольны, самое главное, мы в школах, по разным школам, по разным селам ездим, так деньги зарабатываем. Вот на ТикТок сколько потратились, а ТикТок мне ничего не дал. Келечекке пландар? Бул блогерлик, сиздин тиктокер, бул сиздин кесибиңиз болобу же жок? Ну, я хочу, ну, во-первых, план на будущее, я буду покорять, как всегда, мир. Не надо это, потому что я это хочу. У меня всегда мечта с детства, когда я еще была маленькой. Я с девчонками во дворе пела, танцевала, себя представляла на сцене, что я такая крутая, там это. Блогерство мне нравится перед камерой сниматься, я тащусь перед камерой. Я люблю фототься, потому что у меня в Инстаграме яркие фотки, потому что я вот все, я аж тащусь, мне камера заряжает энергией. Хотелось бы, чтобы все у меня получилось в будущем насчет блогерства. Певицей, как Ольга Бузова, она же тоже хайпует, да? Я тоже хочу хайповать, выходить на сцену, чтобы люди вот приходили и на меня смотрели, чтобы они радовались моему присутствию, а я радовалась ихнему присутствию. Мне это нравится, мне нравится сцена, мне нравится камера. Ну вот, к этому я буду стремиться. Никогда ничего не бойтесь. Живите здесь и сейчас. Кайфуйте. Жизнь одна. Я некрасиво закричала. Надо по полной программе. Эфирдин аягында жалпы биздин көрүүчүлөргө сиздин каалоо тилейбиз. Мои хорошие, мои родные, мои любимые, и которые меня не выносят. Ну, я же бесю некоторых, аж до белой горячки бесю. Ладно. Знаете, что я хочу вам пожелать? Чтобы вы никогда не сдавались. Мой аккаунт почти что с 4 миллионами подписчиков забанили. Как будто бы его больше нету. Я не могу посмотреть видео, вся моя жизнь, которая там была, я сейчас ее не могу возвратить. Вот надуть пузырик есть, лопнуть, все, его нету, его больше не вернешь. Не знаю, может быть вернут, может быть нету. Не сдавайтесь. Вот после этого случая меня поддержала мама, мои все родные. Так бы я бы с ума сошла. Ну, у меня крыша ехала, конечно. Плакала, но потом подумала, а может быть все, что не делается, к лучшему. Может быть все будет еще лучше.
бывают проблемы и похлеще, чем вот это вот. Самое главное здоровье. Вот, когда у меня ТикТок заблокировали, у меня с сердцем проблема. У меня прям все, когда я нервничать стала, у меня прям сердце это, я могла в обморок упасть, все, у меня прям плохо, я теряла сознание. Здоровье, дорогие, главное. А ТикТок ничего. Может быть, возвратят, может быть, не возвратят, а мне уже на это наплевать будет, потому что я буду покорять мир. Вот так. Так что добивайтесь своих мечт. Вот мечты сбываются, вы должны их реализовать в голове, думать о них, и они будут реализоваться на самом деле. Джелмир Кройс, он 35 миллионов, он подписался на меня. Представьте, блин, это кто там хочет? Все хотят, а вот он на меня подписался, потому что мечтала я об этом, и эта мечта сбылась. Насчет ТикТока я тоже мечтала, чтобы у меня было столько подписчиков. Мечта сбылась. Ладно, сейчас она ушла. Но будет все нормально. Я это чувствую. Вот здесь. Тук-тук-тук-тук. Сердце. Тук-тук-тук-тук-тук. Да. Надя, Оу. чоң рахмат сізге. Давайте на крыльях общаться в конце. Чоң рахмат сізге. Чон рахмат, менин достор. Менің достарым. Менин достор. Да, короче, какая разница? Я всех люблю. Колча булар. Қалчаулар. Все. Бізге бұлар. игілік қалайсыз, дагы да болсо сиз ал жактан көптөгөн видеолор тартып, көптөгөн өзүңүздүн каталуучуларыңызды чогултуп, ал жактан акча таап, өзүңүздүн бир жакшы келечегиңизге жол түзөт деген толук ишеничибиз бар. Бүгүн бизде урматтуу көрүүчүбүз интернет жылдызы берүүбүздө Надя Гага болду. Кийинки эфирден жолукканча сак саламат туруңуздар.